На данном этапе идет выкладка как раз волос у Бога-младенца. Одно из сложных это как раз-таки идет уловить тень-полутень. Камушек за камушком, от самой мелкой гальки до более крупной. Уже неделю в Раевском монастыре создают икону грузинской Божьей Матери. Отчетливо просматриваются священные лики младенца и Богородицы. Несколько мешков гальки уже израсходовано, в основном каспийская. У нее есть несколько оттенков: белый, серый, и мы тоже и там темно-серый. Мы их распределяем в разные оттенки. Вот из этих цветов что возьмете? Вот из этих бежевый цвет, белый, серый возьмем, вот в таком. Опять же, мы их будем все промывать и еще смотреть по оттенкам, какие они будут в мокром виде. Отбирается лишь 20% привезенного материала. Порядка 8 часов уходит только, чтобы распределить камешки по цветам. Но и размер имеет значение. Самые мелкие они не подойдут, конечно, их выкладывать будет очень неудобно. Занимает это, можно сказать, весь рабочий день, но с перерывами, иначе это очень утомительно. Это сливки галик. Отобрали порядка 5-6 оттенков от самых вот таких вот светлых до более-менее темных, вот, ну, например, вот таких вот. Именно этим материалом полностью покроют лицевую часть иконы, в том числе и боковую ее сторону. Икона Богородицы семистрельная сделана в этой же технике. Она выставлена в Троицком соборе монастыря. Создавал ее тоже художник Анна Солнечная. После уже пришла идея масштабного проекта. И природный материал должен сыграть на руку. Камень-то природный, оттенки природные, мы их не красим. Поэтому мы решили сделать какую-то большую икону для людей, чтобы люди могли приходить, трогать ее, да, общаться. Анна, руководитель творческого объединения, сами вышли на нас, захотели для Раифа сделать подарок, вот таким вот, сделать какое-то изображение вот таким вот способом. И тут как раз юбилейная дата, и, конечно, все сошлись на том, что нужно делать икону грузинской Божьей Матери. Фундамент под икону уже заложен. По крупицам собирают и сумму для создания проекта – почти 400 тысяч рублей. Прикоснуться к ней можно будет 4 сентября после крестного хода в честь иконы грузинской Божьей Матери. Альбина Минибаева, Амир Завишев, ТНВ, Зеленодольский район.